Здравствуйте, мои дорогие юные читатели, а также их родители. Вы снова в гостях у Басика, то есть у меня, в отделе иностранной литературы. Посмотрите на книги, которые меня окружают. Это не просто книги, а шедевры детской и мировой литературы. А их автор – всеми любимая Астрид Линдгрен. Ребята, я уверен, что вам знакомы многие рассказы, повести и сказки этой чудесной писательницы. Но я предлагаю послушать трогательную сказку «Крошка Нильс Карлсон». Приключения главного героя понравятся не только детям, но и взрослым. Бертель смотрел в окно. Начинало смеркаться. На улице было холодно, туманно и неуютно. Бертель ждал маму и папу. Он ждал их с таким нетерпением. Было просто удивительно, почему они до сих пор не показались от одного его ожидания вон у того уличного фонаря. Обычно возле этого фонаря Бертель их и замечал. Мама приходила чуть раньше папы, но она не могла вернуться домой, прежде чем закончится ее смена. Папа и мама каждое утро уходили на фабрику, а Бертель целыми днями сидел дома один. Мама оставляла ему еду, чтобы он мог перекусить, когда проголодается. Потом, когда мама возвращалась, они обедали. Ужасно скучно расхаживать дни напролет по квартире одному, когда не с кем даже словом обмолвиться. Конечно, Бертель мог бы выйти во двор и поиграть, но теперь осень, погода стояла скверная, и никого из ребят на улице не было видно. Ох, до чего же медленно тянется время! Игрушки ему давным-давно надоели. Да их у него и не так много. Книги, те, что были в доме, он знал от корки до корки. Впрочем, читать шестилетний Бертель еще не умел. В комнате было ужасно холодно. Обычно папа топил печь по утрам, но к обеду почти все тепло уходило. Бертель замерз. В комнате стало сумрачно, но он и не подумал зажечь свет. Он решил лечь и немножко поразмыслить о том, почему на свете все так уныло и грустно. А ведь он не всегда оставался дома один. Раньше у него была сестра, и звали ее Мерта. Но однажды Мерта вернулась из школы больной. Она пролежала целую неделю и потом умерла. И когда Бертель подумал о том, что теперь он один, без сестры, слезы покатились у него по щекам. И как раз в этот миг он и услышал. Он услышал мелкие семенящие шажки под кроватью. «Неужто у нас водится привидение?» – подумал Бертель и свесился через край кровати, чтобы посмотреть. И тут он увидел, что под кроватью кто-то стоит. Да, это был обыкновенный мальчик, только совсем маленький, ну просто крошечный, не больше мизинца. «Привет!» – сказал малыш. «Привет!» – смущенно ответил Бертель. «Привет, привет!» – снова сказал малыш, и оба замолчали. «Ты кто такой?» – спросил наконец Бертель. «И что делаешь под моей кроватью?» «Меня зовут Крошка Нильс Карлсон, и я живу здесь», – ответил малыш. «Ну, конечно, не прямо под кроватью, а чуть пониже. Вход ко мне вон в том углу». И он указал на крысиную норку под кроватью Бертеля. «И давно ты здесь живешь?» – удивленно спросил Бертель. «Нет, лишь несколько дней», – ответил малыш. «До этого я жил в лесу, под корнями дерева. Но ты ведь знаешь, к осени надоедает жить в кемпинге и хочется в город. Мне здорово повезло,
что удалось снять комнатку у крысы, которая переехала к своей сестре. Сам знаешь, как трудно найти маленькую квартирку. Да, Бертель не раз слышал об этом. Понятно, я снял комнату без всякой мебели, объяснил крошка Нильс Карлсон. И немного помолчав, добавил: это лучше всего, тем более, когда есть своя собственная. А она у тебя есть? Спросил Бертель. В том-то и дело, что нет, ответил малыш огорченно. Он вдруг съежился. Бррр, да чего ж внизу холодно? Ну и у тебя наверху не теплее. И то правда, согласился Бертель. Я тоже ужасно замерз. Печь-то в моей комнате есть, продолжал объяснять малыш. Да вот дров нет, дрова нынче так дороги. И он обхватил себя руками, чтобы согреться. Потом взглянул на Бертеля большими ясными глазами и спросил: «А что ты целый день делаешь?» «Да так, ничего особенного», — ответил Бертель. «По правде говоря, просто слоняюсь». «Точь в точь, как я», — сказал крошка Нильс Карлсон. «Скучно жить одному, правда?» «Еще как скучно», — подхватил Бертель. «А хочешь спуститься на минутку ко мне?» — предложил малыш. Бертель рассмеялся. «Думаешь, я пролезу в эту норку?» «Проще простого», — объяснил крошка. «Стоит тебе нажать на гвоздик, который рядом с норкой, и сказать: «Снура, снура, снура, випс», малышом ты обернись и станешь таким же маленьким, как я». «Правда?» — обрадовался Бертель. «И я смогу снова стать большим до того, как мама с папой вернутся домой?» «Ясное дело, сможешь», — успокоил его крошка Нильс Карлсон. «Для этого снова нажмешь на гвоздик и еще раз скажешь: «Снура, снура, снура, випс, мальчуганом обернись». «Ну дела», — удивился Бертель. «А таким большим, как я, ты можешь стать?» «Увы, этого я не могу», — вздохнул крошка Нильс Карлсон. «И все-таки хорошо бы тебе хоть ненадолго спуститься ко мне». «Почему бы нет?» — согласился Бертель. Он залез под кровать, нажал указательным пальцем на гвоздик и сказал: «Снура, снура, снура, випс, малышом ты обернись». И в самом деле миг, и он стоит перед крысиной норкой, такой же маленький, как и крошка. «Вообще-то меня зовут Нисса», — еще раз представился маленький человечек и протянул Бертелю руку. «Пойдем». Бертель понял. С ним происходит нечто увлекательное и необыкновенное. Он сгорал от любопытства. Так не терпелось ему поскорей спуститься в темную норку. «Только будь осторожнее», — предупредил его Нисса. «Перила в этом месте сломаны». Бертель не спеша спустился по маленькой каменной лестнице. Подумать только, он и не знал, что здесь есть лестница. Она упиралась в запертую дверь. «Подожди, я зажгу свет», — сказал Нисса и повернул выключатель. К двери была прикреплена табличка, а на ней аккуратными буковками написано: «Крошка Нильс Карлсон». Нисса отворил дверь и включил свет. «Здесь не очень-то уютно», — извинился он. Бертель огляделся. И правда, комнатка была маленькой, холодной, с одним окошком и кафельной печью, выкрашенной в голубой цвет. «Да, бывает и получше», — согласился он. «А где ты спишь?» «На полу», — ответил Нисса. «Так тебе же холодно!» «Бррр!» — содрогнулся от ужаса Бертель. «Еще как холодно, так холодно, что то и дело приходится вскакивать и бегать по комнате, чтобы вовсе не замерзнуть». Бертелю стало ужасно жаль малыша. Сам-то он, по крайней мере, по ночам не мерз. И тут Бертелю пришла в голову великолепная мысль. «Какой же я глупый!» — сказал он. «Уж дрова-то я могу для тебя достать». «Ты думаешь, тебе это удастся?» — оживился Нисса и схватил Бертеля за руку. «Ясное дело», — ответил Бертель, но огорченно добавил: «вот только мне не разрешают зажигать спички». «Ничего, если ты раздобудешь дрова, уж зажечь-то я их смогу». Бертель взбежал по лестнице, нажал на гвоздик, но позабыл, что при этом нужно сказать. «Напомни слова!» — крикнул он вниз малышу. «Хм! Снура, 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 випс, мальчуганом обернись!» — ответил Нисса. «Хм!
Снура, 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 Випс, мальчуганом обернись. Слово в слово повторил Бертель, но у него ничего не вышло. Тьфу! Тебе надо сказать только Снура, 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 Випс, мальчуганом обернись, закричал снизу Ниссе. Только Снура, 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 Випс, мальчуганом обернись, повторил Бертель. Но как был маленьким, так и остался. Ой, опять что-то не получается, закричал он. Ничего, кроме Снура, 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 Випс, мальчуганом обернись. Тебе говорить не надо. И тут, наконец, Бертель понял, что ему следует сказать. Он произнес заветные слова, и в одно мгновение от неожиданности он даже стукнулся головой о кровать. Он снова стал прежним Бертелем. Потом быстро-быстро вылез из-под кровати и направился к кухонной плите. Там лежала целая горка обгорелых спичек. Он разломал их на малюсенькие щепочки и сложил возле крысиной норки. Затем произнес заклинание. Теперь, когда он снова стал маленьким, он не в силах был перетащить все эти спички один. И тогда он позвал на помощь Ниссе. Вдвоем они с трудом спустили дрова вниз по лестнице и сложили их в комнате у печки. Ниссе прямо запрыгал от радости. «Ой, это самые лучшие дрова на свете! Да-да, самые лучшие!» Он набил полную печку дров, а те, что остались, аккуратно сложил рядышком в углу. «Сейчас я тебе кое-что покажу», — сказал Ниссе. И, сев перед печкой на корточке, подул на дрова. Випс! Дрова как затрещали, как загорелись. «Вот здорово!» — обрадовался Бертель. «И спички не нужны». «Да-да», — протянул Ниссе. «Да чего же расчудесный огонь! Мне с лета не было так тепло». Они оба уселись на полу перед пылающим огнем и протянули к живительному теплу озябшие пальцы. «А сколько дров-то еще осталось?» — сказал радостно Ниссе. «Когда они кончатся, я еще принесу», — пообещал Бертель. Он тоже был доволен. «Этой ночью я не замерзну», — ликовал Ниссе. Ребята, а продолжение этой увлекательной истории мы с вами послушаем в следующий раз. До новых встреч! See you later! Увидимся! Ваш Басик.